А в Сосногорске тем временем усилен контроль над соблюдением масочного режима. Вопреки расхожему мнению, в коме он снят не был. Пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах – это наша прямая обязанность. И не только потому, что так прописано в указе, важна и этическая сторона. Любовь Лапина продолжит. На окнах рейсовых автобусов объявление «Вход без маски запрещен». Однако пассажиры зачастую этому требованию не следуют. Проверить, насколько сосногорцы уважают друг друга, призваны рейды. Их проводят сотрудники управления по делам ГУ и ЧС. Масочный режим, введенный в нашем регионе в прошлом году, до сих пор не отменен. Волна коронавируса у нас продолжается, уже пошла третья волна. Все на телевидении смотрим, читаем, что идет рост заболевших. Поэтому в общественных местах, в транспорте одеваем маски, уважаем себя, уважаем других. Пассажиры воспринимают проверку по-разному. Кто-то возмущается, а кто-то просто достает маску. У многих она с собой на всякий случай. Да только надевать их надо, не дожидаясь посадки в автобус, как пенсионер Степан Артеев. О третьей волне коронавируса он слышал, сетует на то, что привиться не успел, болел, но в ближайшее время обязательно сделает прививку. Тем более, что уже записался на «Спутник Ви». К масочному режиму сосногорец подходит ответственно. Я стараюсь, чтобы вреда не причинить себе, во-первых, и другим жителям нашего города и нашего села. Но вообще остерегаюсь этого вируса, стараюсь в маске ходить. Пока рейды носят профилактический характер, но в любой момент нарушитель масочного режима в общественном транспорте может нарваться на штраф. Причем по нескольким статьям. Одна из них – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 100 до 500 рублей. Деньги, конечно, небольшие, но не стоит забывать еще и об этической стороне. Мы должны заботиться друг о друге. Если один перенес вирус легко, это не значит, что тот, кто рядом, априори тоже справится с болезнью без больших осложнений. К сожалению, это не так. Любовь Лапина, Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, телеканал Юрган, Сосногорск.